Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В минувшее воскресенье православные христиане отметили светлый праздник Пасхи. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Проекты утверждены. На минувшей неделе состоялось очередное заседание рабочей группы по реализации федеральной программы. «Птица счастья». В городском доме культуры «Горизонт» прошел юбилейный 10-й по счету муниципальный фестиваль. Веселые старты. Сосногорские дошколята приняли участие в празднике спорта и здоровья. Сегодня у православных христиан началась Светлая Седмица. Станет она для верующих временем празднования Пасхи. Торжества, посвященные главному празднику, состоялись в минувшее воскресенье. Ровно в полдень верующие прошли в направлении от храма Серафима Саровского до храма Покрова Пресвятой Богородицы. Финал крестного хода в городском доме культуры. Здесь православные осветили куличи и яйца. После чего настоятель протоиерей Сергий Филиппов поздравил сосногорцев со светлым праздником. Нас Господь любящий даже с креста распростер руки, призывает, Он всех готов обнять и принять к себе, лишь бы мы не отвернулись. И Он зашел на крест ради нас с вами. И взял все наши грехи, безвинно пострадал. И поэтому Он имеет власть всех нас простить, обнять, принять и забрать к себе домой. Дай Бог. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Все эти дни в храмах нашего города будут оставаться открытыми царские врата в знак того, что своей смертью Иисус Христос открыл людям дорогу в рай. Всего празднование Пасхи продлится 40 дней, вплоть до Вознесения, которое в нынешнем году православные отмечают 6 июня. Поздравляем всех с этим светлым Христовым воскресением. Желаем всем отличного здоровья, конечно, весна, праздничного настроения. Люди, берегите друг друга, щадите друг друга. Это так важно в эти дни это осознать. И поэтому наша Россия будет возрождаться. Мы все в это верим. С праздничком вас! Всем здоровья, всего, чтобы Сосногорск наш процветал, чтобы люди к нему относились так же бережно, как Бог о нас заботится, мы в своем городе также. Продолжился светлый праздник с сольным концертом Галины Каниной. Галина Сергеевна выступает на концертах и фестивалях района и не только уже много лет. Ее песенный талант известен и далеко за пределами нашей республики. Так, например, именно с этой песней в свое время Галина стала лауреатом на международном фестивале в Кирове. Как рассказала сама виновница торжества, культуре вокала она училась у признанных звезд отечественной сцены – Людмилы Зыкиной, Александры Стрельченко, Ольги Воронец. Именно они в свое время вдохновили ее всерьез заняться песенным искусством. Сейчас ни одно мероприятие нашего района не обходится без душевных номеров Галины Каниной. Здесь по праву можно сказать, что название концерта полностью соответствует ее личному кредо – «С песней по жизни». На минувшей неделе состоялось очередное заседание рабочей группы по реализации программы формирования комфортной городской среды. На повестке утверждение проектов благоустройства 2 общественных территорий. Как преобразятся 2 сквера в Сосногорске этим летом, подробнее в нашем материале. Заседание открыл глава муниципалитета. Сергей Дегтяренко обозначил тему и его задачи. Сегодня у нас в повестке дня один и, пожалуй, самый главный вопрос – это рассмотрение дизайн-проектов, вариантов благоустройства общественных территорий, которые мы планируем благоустройству в рамках программы в этом году.
На рассмотрение рабочей группы было представлено несколько дизайн-проектов двух общественных территорий. Первая расположена в 6-м микрорайоне около бывшего магазина «Гея». Там и сегодня есть некое подобие зоны отдыха, но вид этого места довольно-таки неприглядный. Главный архитектор рассказала, какие изменения ждут сквер в ближайшее время. Прошу обратить внимание, значит, у нас здесь образуется новая большая детская площадка. То есть, если вы посмотрите по старым, значит, варианту, да, то есть вот это место, где сейчас стоят разрушенные качели, она очень маленькая. Значит, мы, как мы и обещали, мы ее увеличиваем, детскую площадку. И на данной детской площадке предлагаем установить вот такое оборудование. Большой игровой комплекс рассчитан на детей разного возраста и будет обустроен не только мягким покрытием, но и ограждением, обеспечивающим безопасность. А чтобы родители могли с комфортом наблюдать за своими малышами, планируется установить удобные скамейки. Кроме этого, напомним, с помощью онлайн-голосования жители определили тематику будущего сквера. Он будет называться «Сквером влюбленных». Проектом предложено оформить небольшую аллею арками и вазонами, которые в летнее время будут украшать цветы, а в зимнее подсветка. Центральной же фигурой сквера станет площадка с часами и влюбленной парой. Потому что поблизости находится у нас ЗАГС, место, где рождаются новые семьи. И поэтому думаю, что тематика, которая предлагается проектами, как нельзя кстати, будет способствовать тому, что все-таки брак будет счастливым, семейная жизнь долгая. Еще одно место, которое в скором времени ждут преобразования – сквер с гномами в железнодорожной части города. Помимо реставрации самих гномов, вырубки лишней растительности и установки освещения скамеек, здесь также планируется расположить игровой комплекс для детей, причем не один, а целых два. Каждый из них будет рассчитан на разные возрастные группы. Предложенные варианты проектов очень понравились. Хочу сказать, что мы рассматривали вот досконально вплоть до каждой ступеньки, до каждой качельки, до высоты горки, чтобы это было все безопасно, чтобы было все интересно. Проекты на самом деле очень хорошие. Члены рабочей группы к выбору проектов подошли с полной ответственностью. Главному архитектору было задано большое количество уточняющих вопросов, внесены предложения. В итоге проекты получили единогласное одобрение. Очень нужные, очень интересные. И я так считаю, что все, что мы сегодня утвердили, вот наши эти проекты, очень интересно и людям понравится. Потому что действительно там все это хорошо подобрали. Уже в ближайшее время будут составлены сметы и проведена процедура по выбору подрядчика. Но на этом деятельность рабочей группы не заканчивается. На протяжении всего времени они будут иметь возможность контролировать ход ведения работ на этих объектах и оценивать качество их выполнения. Павел Дурников, Елена Двожик и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Кто лучше самих жителей знает, как сделать жизнь комфортнее и безопаснее? В службе общественной приемной главы Коми по Сосногорскому району состоялась прямая линия по вопросам безопасности дорожного движения. Специалисты ГИБДД и управления ЖКХ выслушали предложения жителей по дислокации дорожных знаков. Один из жителей Сосногорска обратил внимание специалистов на перекресток Лермонтова и 40 лет октября. Он предложил обезопасить пересечение улиц пешеходными переходами, ведь там постоянно ходят дети. Смотрите, Валерий Сергеевич, нам кажется, что грамотнее сделать его, где Лермонтова на другой стороне, на стороне 5-й школы, то есть где хороший санкционированный тротуар, человек идет, переходит Лермонтова, и ему, чтобы перейти 40 лет октября, вот здесь, наверное, мы его сделаем. Автолюбитель поинтересовался, почему на перекрестке Гоголя и Парковой водители, желающие проехать прямо, должны вставать в левый ряд, а не, как обычно, в правый. Ситуация стоит в следующем. Если, как вы говорите, что останавливается автобус, включает левый поворотник, хочет совершить поворот, маневр налево, правильно? Да. Вот. И если машины будут объезжать его справа и двигаться прямо, то есть вероятность того, что человек сможет не увидеть ту машину, которая едет навстречу. То есть слепая зона, и у нас просто там начнутся ДТП. Обычно же из правого ряда едут прямо машины, как бы. Нет, вот правый ряд как раз таки у нас и сделан для того, чтобы поворачивали направо. А если вы двигаетесь прямо, вам надо дождаться, пока уедет та машина впереди стоящая, автобус, любая другая машина, чтобы у вас был обзор. Обсудили на прямой линии и недавно построенную дорогу на улице Горького. Сейчас обустроить тротуар там нет технической возможности. Однако, по мнению специалистов, если сделать дорогу односторонней, то часть проезжей части можно отдать под тротуар.
Причем на передвижение транспорта это решение не особо повлияет, ведь есть двусторонние проезжие части по Зое Космодемьянской и Вокзальной. Добавим, что вопрос о рассмотрении организации одностороннего движения на улице Горького будет вынесен на ближайшее заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Андрей Калиничев, Наталья Максимова и Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Уже через 1,5 недели вся Россия отпразднует очередную годовщину победы в Великой Отечественной войне. Важной частью торжественных мероприятий станет традиционная акция «Бессмертный полк». Прошагает он и по Сосногорскому району. В Сосногорске праздничное шествие колонны начнется 9 мая в 13 часов. Бессмертный полк начнет движение от улицы Оплеснина и завершит свое шествие на площади возле Дома детского творчества. Принять участие в акции может каждый, кто помнит и чтит своего родственника, ветерана Великой Отечественной. Для этого необходимо лишь изготовить транспарант или штендер с портретом и именем своего предка. Добавлю, что пройдет бессмертный полк не только по Сосногорску. Также к акции присоединятся и другие населенные пункты нашего района. На минувшей неделе в Сосногорском доме культуры «Горизонт» уже в 10-й юбилейный раз свои двери для начинающих артистов не только нашего города, но и всего района распахнул муниципальный фестиваль «Птица счастья». Свое вокальное мастерство представили воспитанники детских садов, учащиеся школ, а также ребята, посещающие учреждения дополнительного образования. Чему был посвящен фестиваль, подробнее в нашем материале. В этом году темой фестиваля стала 74-я годовщина победы в Великой Отечественной войне и 30-летие вывода войск из Афганистана. К подвигу героев сердцем прикоснись. Из года в год растет количество желающих блеснуть талантами. Соответственно, и сцена должна быть подобающей. Фестиваль традиционный. В этом году он впервые проводится в «Горизонте», потому что количество участников с каждым годом увеличивается. И в этом году это уже более сотни детей. Песни, которые прозвучали в этот день со сцены Дома культуры, были посвящены событиям, разделенным временем, но объединенным одним страшным словом – война. Тематика номеров разнообразна. Это и песни о войне в Афганистане и, конечно же, времен Великой Отечественной. Каждая песня, исполненная детьми, вызывала у зрителей сильные эмоции, вплоть до слез на глазах. А некоторые и вовсе заставляли весь зал встать. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Были и такие номера, которые заставляли зрителя улыбаться. Так, например, воспитанники детского сада номер 10, широко маршируя, громко исполнили песню своим мамам. А вот ученик 4 класса кадетской школы Иван Крепский в своей песне обратился к ветеранам и, кажется, своим исполнением попал прямо в сердце. Эта песня, потому что она вдохновила ветеранов. Я даже видел, как кто-то плакал, кто-то смеялся. Она вдохновила. И мне нравится петь от души, потому что сам-то я петь не очень люблю. В основном занимаюсь спортом, а пою для всех и для души. Маленькие дети и постарше, вместе с родителями и воспитателями. В этот день, кто бы ни выходил на сцену, выступали от души. Эмоциональный подъем и чувство единения ощущались и в зрительном зале. По окончанию каждый из коллективов был награжден памятным дипломом за участие. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.
Занятия спортом все прочнее входят в обычную жизнь сосногорцев. Отрадно отметить, что возраст в этом вопросе совершенно не имеет значения. В эти выходные спорткомплекс «Метеор» принимал в своих стенах самых юных спортсменов муниципалитета. С самого начала мальчишки и девчонки были настроены на упорную борьбу и показали ее в полной мере в ходе прохождения этапов веселых стартов. Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали детей настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. В зале царили смех, шум и веселье. Все были счастливы, а горящие от восторга глаза детей – лучшая награда организаторам праздника и, конечно же, родителям, которых, в свою очередь, можно было смело назвать дружной командой болельщиков. Соревнования стали настоящим праздником спорта и здоровья. Ребята поняли, чтобы завоевать победу, мало быть просто физически сильным. Необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организованным и собранным, ловким и находчивым. Атмосфера спортивного праздника была и радостная, и в то же время напряженная, ведь соревновались все детские сады города, а также ребята из Пожни и Устюхты. С обручами, мячами и прочими атрибутами дети управлялись лихо. Скорость, быстрота, ловкость были их незаменимыми спутниками. На этих соревнованиях проигравших не было. Почетное первое место занял детский сад номер 12, второе место у 15-го дошкольного учреждения. А вот третье место разделили два детских сада, номер 8 и номер 14. Все дети и участники получили большое удовольствие и массу впечатлений. Праздник помог детям поднять их соревновательный дух, научить умению действовать в команде и преодолевать трудности. А лучшей наградой стало хорошее настроение. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. В ближайшие дни в Коми еще сохранится холодная погода. Ночью будет в районе -5 градусов, в течение дня около нуля. В первый день мая арктический воздух постепенно будет вытесняться. Повсеместно прогнозируются небольшие и умеренные дожди. На севере со снегом. Дневная температура повысится до +5 градусов. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.